прокуратура өзүнүн оюн билдирди да. Оюну билдирди, ошо 2 жыл лишения свободы, анан возмещение компенсации морального. Ответственность не берете, а зачем тогда вы смотрите? Да, на своем, да. Все, хорошо, без проблем. Камераны просто чарт болот. Вы согласны, не согласны? Какое решение предлагаете? Я, честно говоря, доволен судьей, он очень грамотно к этому подошел. В целом мы довольны решением суда, но считаем его мягким, чрезмерно мягким. Бүгүн ошо сот атайын ошо врачтын күнөөсүн таап туура эле чечим болду деп эсептейм. Саламатсыздар, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Октябрь район сотуна турабыз. Бул жерде дарыгердин шалакылыгынын айынан майып болгон өспүрүмдүн соттук процесси каралат. Бул ишти биз 2 жылдан бери иликтеп келебиз. Азыр соттук процесс башталган алдында турабыз. Мунун алдында ошол өспүрүмдүн атасына турган Камбаровго, ошондой эле жактоочусу Нурлан Токтолиевге бир канча суроолорубузду узатмакчыбыз. Азыр соттук процесс башталган атат. Ошонун алдында турабыз. Бир соттук процесстин алдында бир канча суроо. Несколько вопросов. Как обстоят? Это последний процесс, надеемся, да? Уже 2 года мы это дело ведем. Как обстоят дела вообще? Как вы думаете? Давайте лучше, может, предоставим слово отцу, более Кандай ойлоп атасыз, эмне болуп атат, эмнени күтүп атасыз? Ну, прошлый 6 апрель күнү эмне вердиктте прокурор кылды, лишение свободы 2 жыл. Прокуратура өзүнүн оюн билдирди да. Оюну билдирди, ошо 2 жыл лишения свободы, анан возмещение компенсации морального и вреда здоровью. Ну, сейчас эми карайбыз, эмне дейт экен. Я думаю, суд нормально элеметти, прокурор жакшы айтты. Тиги Рудакова болсо все равно өзүнүн признанияны албай, мен виноват эмесмин. Күнөөлүү эмесмин, да. И адвокаттар ошондой эле айтат, то же самое. И адвокаты говорят то, что она невиновная, она сама говорит то, что невиновная. И говорит так, то, что она не имела права с нас требовать анализы крови вообще. Не имела права. Мы должны я вот даже сам не пойму, как я тогда в таком случае. Если бы я сам бы знал бы анализ, я бы к ней бы не пошел бы, да, например. Она вообще не хочет признавать свою ошибку. Типа, оказывается, мы должны были сами смотреть. Она не имела права с нас требовать. Просто, что мы принесли, должна была по этим она сказать. Но это так тоже не бывает. Вообще, да. Эми алдыда процесс болот, анан көрөбүз, анын жыйынтыгынан дагы сиздерден интервью алабыз. Деги эле адвокат катары да кошумчаңыз болсо. Ну, как известно, на протяжении более 2,5 лет отец добивается правды. 3 года уже. Уже скоро будет 3 года. 3 года он неустанно добивался правоты со стороны следственных органов. Это сейчас дело передало в суд, сейчас на стадии завершения. Сегодня будет последнее слово обвиняемой. Хотели сказать то, что прокурором было затребовано у суда признание ее полностью виновной, что эта вина полностью доказана. Также прокурор требовал, и также и мы, чтобы нам компенсировали моральный и материальный ущерб. Азыр башталат да сот. Анда сот процесске кирсек. Да. И еще хотели бы чуть-чуть добавить то, что сама врач так и не признала свою вину. Наоборот, на судебном заседании они наоборот говорят, что во всем виноваты сами же родители, что это халатность была родителей. Ну, извините, это какая-то глупость. Зачем они тогда обращаются к врачу, который дает анализы? И такой же вопрос был со стороны и прокурора, также и со стороны суда. Ну зачем вы тогда назначаете анализ крови, а потом на него не смотрите? Но при этом сама же врач говорит о том, что это ихняя халатность. И тут нет никакой вины врача, потому что он не должен был это вообще анализы смотреть. Но мы считаем, что это полнейшая глупость. Такая же глупость, вот мы допрашивали на судебном заседании эксперта. Эксперт тоже сказал, что это нонсенс. Как это врач может быть не посмотреть? То есть назначить анализ, а потом на него и не смотреть. Это же глупость какая-то. Когда прекратится такое вот халатное отношение со стороны врачей? Я считаю, что должно быть вынесено строгое наказание в отношении врача, для того, чтобы хоть как-то дисциплинировать всех остальных врачей. Сот башталат, сотко кирсек анда,
Азыр соттук процесс башталган турат. Биз азыр кирип мүмкүн болсо экинчи тараптын дагы ой пикирин укканга аракет кылабыз. Ой, последний слово мен жалоба подшып сурап атат. Ну вы будете Че? здесь, да? Просто сиз прокурорсуз да. Ооба. Кандай эме жаза колдонуш керек деп атат? Мына акыркы өспүрүм боюнча болуп атпайбы? Мен аны айта албайм, эми азыр сот өзүнүн немесин чыгарат да. Бүгүн чечим чыгарат да сот. Ооба, ооба. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей бул прокурор адвокат айткандай буга катаал чара көрүүсүн жана булардын келтирген моралдык чыгымды калыбына келтирүү боюнча өтүнүшүн өзү колдогон. Азыр башталды. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Медиапортал «100 беспредел». Можете прокомментировать ситуацию по вашему делу? Мы не хотим ничего комментировать. Вы же присутствовали на заседаниях, всю историю знаете. Ну, ваше мнение хотелось бы узнать. Я не хочу озвучивать свое мнение. А вы вообще имеете право снимать мое лицо сейчас? Ну да. На каком У нас основании? заседание еще не началось. Вот именно, когда начнут. А когда начнут, вы можете снимать, а сейчас вы не можете Нет, снимать. они, это пусть суд решает, но сейчас вот же вторая сторона хотелось бы узнать. Мы не хотим давать комментарии. Вот и все. Хорошо, Все комментарии, которые мы дадим, мы потом уже дадим. А Через когда наших журналистов. А у вас свои журналисты? Да, конечно. Хорошо, а вот тогда тоже нас пригласите, чтобы мы тоже присутствовали, могли взять вас, да? Как-никак вторая сторона. Попробуем. Попробуйте, да? Да. Нурис знает нас? Скажите мне, мы тоже придем. Я знаю, что мы рассуждаем. Знаете, да? Хорошо. Конечно. А ваши адвокаты, если вы не хотите? Они сегодня отдыхают? Отдыхают? Да, мы сегодня. не придут? Нет. Сами только, да? А за экий Ну, тарапты... вы учтите, да, на вот это то, что вы сейчас снимаете, мы своего согласия, разрешения на публикацию вам не даем. Ну, это ваше мнение, можете не давать, не говорить. Да. А мы имеем, потому что вы вторая сторона. Вот человек представит, что вы неправильно полечили ребенка и потом лечили. Именно это его мнение. Это не мое мнение, это его мнение. Это мое личное мнение. Это мое личное мнение, да. Сказать можно все, что угодно, у каждого... Почему? Здесь все основания есть. Да, вы не берете свои, конечно, ответственность за это. Ответственность не берете, а зачем тогда вы смотрите? Да, на своем, да. Все, хорошо, без Мы проблем. находимся в суде, не будем Просто я говорю вам, вы имеете в виду, что мы свое согласие не даем. Хорошо, это ваше согласие. Наше Для нас не несогласие. требуется брать ваше согласие. Это ваше право, можете обжаловать, можете подавать в суд, это уже ваше право. Азыр эки тарапта болуп атабыз, тартканга мүмкүнчүлүгүңөр жок, укугуңар жок, биз эч кандай макулдук берген жок деп атат. Бирок ушул эки тарап азыр ошо өспүрүмдүн тагдыры боюнча өспүрүмдүн тагдыры ошо майып болгон боюнча сот процесс болуп атат. Камеру нельзя, а вы продолжаете давать... Нет, если процесс начнется, мы выйдем. Вот сейчас секретарь говорит, камеру нельзя. Азыр ошо соттук секретарь чыккыла эме деп атат, бирок бияктан интервью алалы десек, бизге эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок да. Сіздер шыға тұрыңыздар. Камераны сіз отырыңыз, камерамен бала шыға тұрсын. Бұяқта өзіңіздің аудио-видео фиксация бар. Бізде ошо аудио-видео фиксация бар. Если разрешение негізі болбойт. Негізі видео фиксацияны, когда оглашение идет, когда процесс болот кана учурунда разрешение сурап туруп, потом что видео камерамен келебиз депчи. Если суд разрешит, Азыр камера чыгып турсун, биз отуруп туралы. силер отуруп, просто камераны тияк алып койгула, пусть бала отура берсин биякта. Камераны просто чарп коела биякка. Все. И назначить наказание в виде штрафа в размере 100 чтобы не показывать вещи. То есть 50 тысяч сомов находка с лишением права занимать врачебную деятельность на срок 1 год. Высказывание трудовой организации, денежная компенсация, в качестве морального вреда размер 100 тысяч сомов. Господи, пишет, оборот сумму и смотрусную ночью. Признать за потерпевшим оборот, право на удовлетворение иска и передать вопросы в различных размерах, потерпевших из нас посадок.
Причина машин труда был главным или подписка не выжили, просто не было суда закон суда, его может подал, не может нуличным представлением, поэтому нас лишний ситуация в течение 10 дней после прозрачения соответствующей бригадиров. Приговор всем понятно, да? Сколько там взыскания? Еще раз. Денежная компенсация, качество морального вреда в размере 100 тысяч сомов. Насчет ущерба суд оставляет посмотрение порядка гражданского суда производства. Азыр сот өкім шығарды. Бойынша қандай дейсіз, Соноканович? Вы согласны, не согласны? Какое решение бойынша? Не надо, пожалуйста. Бұлар жол беріп жатады, тек сот өзі шешім шығарып күнәлі деп тапты да. Да. Суд признал ее виновной, приговорил ее к штрафу, а также к возмещению морального вреда. Вот, мы считаем, что... Еще заниматься врачебной деятельностью в течение одного года, да? В течение одного года, да. И моральная компенсация 100 тысяч сомов потерпевшему, да? Вы по этому решению, как вы думаете, какое решение было? Это справедливое решение? Ну, мы считаем это решение слишком мягким, но справедливым в том плане, что ее признали все-таки виновной. В части халатности то, что врачебная не доглядела, в общем. Тұрған бәкесі, қандай ойлайсыз, соттаушы ол 2 жылдан бері мына еліктеп келді алыс, 2 жыл болды да, ушуну шығарып келді алыс, еліктеп келді алыс, бүгін шешім шығарды. Я, честно говоря, доволен судьей, он очень грамотно к этому подошел. Ну и прокурор здесь также само очень грамотно выслушали и поняли, как бы, да, действительно, ну, правда есть правда. Молодцы, они сделали правильный вердикт. Но мне бы хотелось бы, да, действительно, более пожестче, строго, да, наказать. Ну, я считаю, они молодцы. Если таких судей, вот, прокуроров больше было бы, вот таких бы не было бы, да, вот таких врачей. Они, видите, даже хотя они сами, они знают то, что надо проверять, но они отрицают это. Они не хотят брать на себя ответственность, типа, мы не виновны, мы пушистые, да. Ну, возможно, не знаю, другие, которые присутствовали ее, да, вот, как говорят, да, вот стервятники, ее просто довели ее до такой степени, то, что она уже осудимая уже получилась. Мы считаем, что справедливости можно добиться, судебная система работает. На протяжении 3 лет человек добивался правды, истину можно достичь. Но в целом мы довольны решением суда, но считаем его мягким, чрезмерно мягким. Но справедливым. Да. Соттар иштейбі ошондо бизде? Да, судебная система у нас есть улучшение, в действительности есть продвижение, и в суде можно добиться правды, истины. Если такие судьи есть, вот, как вот Бекалиев, да, вот прокуратура, вот здесь. Благодаря тому, что у нас такая судебная система, Октябрьский районный суд вынес сегодня справедливое законное решение, но в то же время мы считаем приговор слишком мягкий. Октябрь районный суду, эми боюнча Турган Гымбаровдун уулу боюнча чечим чыгарды, Татьяна Рудакованы күнөөлүү деп тапты. Бул чечим боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Мен негизи эле туура деп эсептейм. Бүгүнкү чечим сот чыгарган, анткени ар бир баланын укугу эч качан тебеленбеш керек. Бүгүн ошо сот атайын ошо врачтын күнөөсүн таап туура эле чечим болду деп эсептейм. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз бул иште 1 жылдан ашык, 2 жылга жакын иликтеп келдик. Октябрь райондук соту бул иште жарым жылдай карады. Ошонун негизинде бүгүн Жумалиев атындагы лазерлик технологиялар медициналык мекемесинин дарыгери болгон Татьяна Рудакованы күнөөлүү деп тапты. Турган Камбаровдун баласын, өспүрүм баласын майып кылууда. Ошондой эле мамлекетке 50 000 сом төлөөгө милдеттендирилди. Ошондой эле жабырлануучуга материал чыгымды төлөп берүү боюнча 100 000 сом, сизге 100 000 сом да? 100 000 сом төлөп берме милдеттендирилди. Албетте экинчи тарап бул чечимди Октябрь райондук сотунун чечимин Бишкек шаар сотуна даттануусу мүмкүн, толук мүмкүн 30 күнүн ичинде даттана алышат. Албетте бул ишке да биз көз салып турмакчыбыз. Иликтеп кийинки жагдайлар кандай болот бизге албетте кызык. Анткени Кыргызстанда ар бир баланын укугу мыйзам деңгээлинде корголушу керек деп ойлойбуз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар, Стоп беспредел каналына жазылыңыздар, ой пикирлериңизди билдириңиздер. Сиздер менен кайрадан кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.